В Ленске прошло двухдневное выездное заседание исполкома профсоюза «Профалмаз». Председатели правкомов подразделения «Алроса» посетили автотранспортные предприятия, авторемонтные мастерские, речной порт, а также столовую санаторий-профилакторий «Кедр» и детский лагерь «Алмаз». Продолжит Наталья Беспалова. Итоги работы члены исполкома «Профалмаз» подводили уже на следующий день в оздоровительной базе «Алмаз». Сначала они прошли с экскурсией по лагерю и назвали его «жемчужиной детского отдыха», а уже потом отправились в библиотеку, где прошло само заседание исполкома. Ленской площадке есть чем похвастаться. В профсоюзе «Профалмаз» здесь состоит 98,9% работников производственного управления «Алмаздуртранс». И такая же цифра, что еще более удивительно, у дочернего предприятия ООО ЛПТС. Если сравнить, то, например, в Нюрбинском ГОКе в профсоюз входят лишь 54% работников. Причем, как рассказала председатель профалмаза Матрена Скрябина, на других площадках в профсоюз зачастую входят, как говорится, по нужде. Если в санаторий нужно поехать или ребенка в лагерь отправить, а потом снова выходят. В Ленске такой проблемы нет. За первое полугодие 2015 года у нас не было заседания комиссии по трудовым спорам ни одного. То есть это говорит о том, что и на уровне руководства, и на уровне правкома, если есть какие-то вопросы, конфликты, мы их стараемся решать, не доводя до комиссии по трудовым спорам, тем более до суда. Социальное партнерство между профсоюзом и администрацией Алмаздуртранса на высоком уровне, но без проблем не обходится. Начальник управления Андрей Бухаров рассказал о том, что цех рабочего питания АДТ кормит не только своих работников, но и отвечает за питание на Накынской площадке. А это очень далеко и неудобно. Все рабочее питание лежит на АДТ. Мы как бы вопрос ставили по передаче функции рабочего питания на Накынской площадке уже в течение 7 лет. Нюрбинскому ГОКу, но этот вопрос пока не решается. Валерий Соловьев поднял на исполкоме еще одну важную для Ленской площадки проблему – передачу культурно-спортивных комплексов компании. Теперь работникам негде готовиться к творческим конкурсам и спартакиаде трудовых коллективов. Ленск, который всегда был в фаворитах, в этом году занял лишь 4-е место. Это провал. Поэтому нужны дополнительные средства, чтобы брать залы в аренду и готовиться всем вместе. У нас каждый цех варится в своем цеху, мы не можем собрать сборную команду. Ну и то же самое касается и культурно-массовых мероприятий, те же духовные грани Алроса. Потому что мы должны выступать здесь единым коллективом предприятиями акционерной компании на Ленской площадке. И этот вопрос Профалмаз пообещал помочь решить. Скорее всего, деньги будут заложены в смету на 2016 год.